Когда она закончила школу, она как-то подошла ко мне, а мы жили рядышком, между нами было всего 2 дома. Она подошла ко мне и сказала: я очень хочу стать юристом, а мне родственники говорят, что это не женское дело. В неженское дело Лейла Катиева все-таки подалась и достигла больших успехов. Стала начальником Департамента правового обеспечения союзного государства России и Беларуси. Уже в 29 лет Лейлу назначили на должность государственного советника юстиции, что соответствует званию генерал-майора. Это была первая женщина-ингушка, получившая такое звание. В свои немногие годы она достигла этого. Защитила кандидатскую, руководила огромного значения коллективом, была правозащитницей. Близкие люди Лейлы Катиевой восхищались ею не только как правозащитником, но и как человеком. Ее личностные качества не оставляли никого равнодушным. Это был очень талантливый человек, самородок, очень эрудированный, с прекрасной, феноменальной памятью, любящий свой народ, скромный, очень простой, что не соответствовало даже ее погонам. Она была очень простая. Лейлы не стало год назад, но память о ней будет жить долго. В зале музея представлены редкие фотографии из личного архива женщины-генерала, документы, связанные с ее службой, награды, элементы форменной одежды, свидетельствующие о каждом этапе ее славного пути. Все это представляет большой интерес для посетителей выставки. Я узнала, что Катиева Лейла действительно значимый человек, и она внесла большой вклад в нашу республику. Несмотря на свою занятость, Лейла находила время для самых разных увлечений. Занималась рукоделием, писала стихи. На экспозиции были представлены вещи, которые она вязала для своих родных. Вот эти все вещи, это только маленькая часть. Я не могла принести весь гардероб. Она лежала в больнице и все это вышивала, вязала своими руками с таким теплом. И все время интересовалась жизнью своей племянницы. Выставка призвана рассказать о пути женщины, преодолевшей стереотипы и достигшей вершин профессионального мастерства. Экспозиция постоянная. Музей приглашает всех желающих прикоснуться к этой истории. Хадиджа Ивлоева, Билал Ахильгов, Магаз 24.